Последнюю ночь поста, который завершает священный месяц Рамазан, мусульмане считают временем вознаграждения. Потому именно в этот вечер у татар принято проводить совместный ифтар, то есть совместное разговение. Это не просто общая вечерняя трапеза, это время для общения, для добрых дел и искренности молитв. Мусульмане, собравшиеся в этом году на 9-й республиканский ифтар, признавались, что для каждого из них трагедия, произошедшая 11 мая, стала горем, которое пронзило их сердце до глубины. Mənə aytılar bit, çiğit yanmıydı beytiler. Adam çıdı indi uşulay bulsa da, əbik qorxunuz. Bütünü biz qıl üstündə yaşayırız, ondi hallerini de. Kurganga sabırlık bilsin, kurmanga kursetmez Allah Teala. Cennetlerge kirtsin indi. Ata analarına sabırlık bilsin ya Rabbi bir Hudayım. Bik ağır, bik titrendiriş hal buldu. Они молились за здоровье пострадавших и упокоение душ погибших. Несколько тысяч человек в одном едином душевном порыве в этот день восклицали «Аминь». Да будет мир и спокойствие на земле. Мы же видим, кровь льется ведь и в других местах, и в Палестине, и в других местах, чтобы люди перестали убивать друг друга, чтобы жили по тем законам, которые Аллах не спаслал. Ведь вот даже в хадисе сказано: Аллах милостивый и милосердный, Он любит милость и милосердие. И Он дает путем милосердия и милости то, что Он никогда не дает путем жестокости и ненависти. Это хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Рамазан мусульмане считают месяцем предопределений, когда решается судьба каждого. Когда каждый может и должен стремиться успеть сделать как можно больше благих дел. Мусульмане верят, что тот, кто накормит постящегося или нуждающегося в этот месяц, получит вознаграждение свыше. Такие масштабные мероприятия, как всеобщий республиканский ифтар, как правило, проводятся на средства благотворителей. Но мусульманский благотворительный фонд занимается не только организацией ифтаров и не только в Рамазан, но и повсеместно организует раздачу одежды, горячих обедов и предоставляет кров людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И спасибо им большое, просто огромная благодарность. Они всегда помогут и всегда выручат людей. Рашида Апа признается, что пенсия маленькая. Каждый месяц едва сводит концы с концами. О существовании такого фонда узнала абсолютно случайно и чему была крайне рада и удивлена. Свет не без добрых людей. По словам волонтеров, каждый может прийти сюда, чтобы получить поддержку. Свыше 1000 продуктовых наборов в Рамазан были отправлены в районы Татарстана. А если поступает еще и мясная продукция? Вот сегодня у нас один из благотворителей привезет целого быка. Он уже будет распределен по пакетам. У нас уже готовый список. До 12 мы его ждем. Бык – это говядина, мясная продукция. Этому вообще очень сильно рады. Мусульманнарның, әгәр аларның арты акчалары булса, алардан өлеш чыгарырга тиеш һәм без зәкят бирергә тиеш. Менә мин шундый күтәренке күңел белән кичә чыгып киттем. Ошып, әйтерсең кош инде менә. Шул үземнең өстемнән бурычымны төшерер өчен. Аллаһу акбар. Аллаху акбар. Богослужение, посвященное одному из главных мусульманских праздников, Ураза Байрам в этом году проходило в особой атмосфере. В атмосфере всеобщей скорби и всеобщего покаяния. Этот день прошел в молитвах. Рамазанның соңгы көннәрен котышкыш фаҗига тетрәтте. Казан мәктәбендә балаларга мылтык төбәп аткан бер ерткыч республикабызны матәмгә салды. Балаларын һәм якыннарын югалткан гаиләләр нинди тирән борчулар кичергән сүз белән әйтеп бетереп булмый. С раннего утра во всех мечетях республики начали читать проповеди и гаят намазы. Основной площадкой проведения Ураза Байрам стала Галеевская мечеть. Прямую трансляцию праздничного богослужения вел телеканал «Татарстан. Новый век». После проповеди муфти Татарстана зачитал обращение президента Рустама Минниханова. Кызганычка каршы, Рамазанның соңгы көннәрендә Казанда коточкыч җинаят кылынды. Бу фаҗигадә гынахсыз укучы балалар һәм мәктәп хезмәткәрләренең гомере өзелде. Православие динен һәм башка диннәрне тотучылар белән бер рәттән республика мусульманнары әрнүле хәсрәтле көннәр кичерә. Һәлак булганнарның рухлары тынычлыгына багышлап дуалар кыла. Яралыларның тизрәк савыгуын сорап Аллаһка сыгына. Авыр
кайгы татарстанлыларның бердәмлеген тагын да ныгытыр һәм мондый аяныч хәлләр кабатланмасын өчен мөмкин булганның барысын да эшләрбез дип ышанам. Еще пару месяцев тому назад здесь стояли строительные леса. В Ураза-Байрам, старейшее учебное заведение Казани, медресе Мухаммадия впервые открыла свои двери после реставрации. В настоящее время в медресе обучается 1200 шакирдов со всех регионов России. Есть предметы богословские, есть светские науки. Обучение ведется на 3 языках – на татарском, русском или арабском. Мусульмане считают, что без традиционных ценностей, таких как образование, религия и семья, невозможно воспитать будущее поколение. Это именно те столпы, которые воспитывают в детях такие важные качества, как доверие, взаимопонимание, уважение и взаимопомощь. Именно праздник Рамазан для каждого мусульманина – это еще один повод собраться вместе со всей семьей. В первую очередь это дает чувство семейности, объединенности, защиты, возможно, да, какой-то, что семья, тут не только мужчины сходили, а мама спит, мама встречает с блинами, то есть, как-то вот так вот, наверное. Мы когда жили в свое время, да, то есть нам это не показывали, мы видели у бабушек, у дедушек это, а у родителей этого не было уже, потому что же был Советский Союз, и поэтому динджук, только партия, все такое, и поэтому они росли в этом, да, то есть и поэтому до нас это не дошло. Но альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, мы это уже у себя внедрили, и мы являемся практикующими мусульманами, да, то есть ходим в мечеть, и учим детей давать садака, и их прививаем к тому, чтобы делать хорошие поступки, хорошие дела. Ураза-Байрам – это свидетельство того, что самый важный и значимый для мусульман месяц в этом году завершен. Месяц, последние дни которого, наверное, сблизили и сплотили народ как никогда. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.